Добрый день, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую вот уже огромное количество, с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И начиная с 2020 года, помню, в марте 2020 года мы провели одну из программ, в которой участвовала заместитель председателя правительства республики Ольга Валерьевна Балабкина, в которой мы обсуждали некую напасть, которая надвигалась с Китая. Начиная с января, конца декабря даже 2019 года, строки в мировых новостях занимали ужасные кадры. Люди шли по улице, падали замертво. Огромное количество больных, переполненные больницы в Китае. И страна, да и не только страна, весь мир замер в ожидании. Что же будет с нами, когда эта беда придет к нам? Якутия не осталась в стороне и, конечно же, была тоже, скажем так, внесла свою прискорбную лепту в эту ужасную статистику. Но я помню себя в начале 2020 года, и я помню буквально вот несколько дней тому назад, 30 апреля, мне поставили положительный ПЦР, полежал с температурой 2 дня. Некоторые здесь присутствующие сказали: Дима, ты что делаешь, что ты боишься? Воспринимай это как обычное ОРВИ. И вот трансформация от этих вот ужасных ожиданий, которые были в 2020 году, и вот те вещи, которые происходят сейчас, давайте мы об этом сегодня поговорим. А повод у нас сегодня на самом деле замечательный, вернее, 2 повода. Первый повод – это буквально несколько дней тому назад Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 закрытой. Что это означает? Ну, наверное, как говорят руководстве российского Минздрава, вы там делаете, что хотите, мы пока поприсмотрим, помониторим, понаблюдаем, потому что дальнейшие вспышки возможны, и в каком они виде произойдут, этого никто предсказать не может. И второй повод, который очень на самом деле замечательный, я хочу представить давнюю мою знакомую, мы с ней работали еще в 90-е годы, еще при Бородине в мэрии. Капиталина Капитоновна возглавляла отдел внешних связей горисполкома, получается, да? И второе, что роднит с Капиталиной Капитоновной, это то, что мы оба авторы. В какой-то мере я же могу считаться автором. И Капиталина Капитоновна – это достаточно плодовитый автор, выпустила уже… Это 6-я книга же, да? 6-я книга. Я навскидку помню «Венские стулья», мама читала. Очень хорошо читала, потому что это касалось послевоенных лет, это касалось тех вещей, которые помнит то поколение. И, конечно же, вот коронный вопрос, когда в марте мне Капиталина Капитоновна вручила один из сигнальных экземпляров, говорит: поизучи, почитай, может, себя узнаешь, может, узнаешь кого-то из наших знакомых. Но я очень внимательно прочитал книгу, очень внимательно. Есть у меня замечания, есть моменты, которые я могу очень хорошо отметить. И, Капиталина Капитоновна, я хочу буквально несколько слов, вернее, перед тем, как вы скажете несколько слов, подпишите, пожалуйста, книгу для одного из присутствующих в этом зале. Это, конечно, Ольга Валерьевна, которая каждое утро вещала нам о ситуации с ковидом в республике. Я хочу ей первой, Ольге Валерьевне Балабкиной, заместителю председателя нашего правительства, подписать эту первую книгу. Давайте. Капиталина Капитоновна. Спасибо. 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 Присаживайтесь. Ну, и автором, конечно, первое слово. Капиталина Капитоновна, давайте, вот меня поразило название в первую очередь. Да? «Как не лечь гроб без маникюра». Ну, это достаточно хайпово, достаточно резко, достаточно спорно. Давайте несколько слов о произведении. Я, конечно, не ставила своей целью издавать книгу. Когда объявили пандемию, и мы переехали с 2 таксами, со своей товаркой на Сергелях на дачу, и мы думали, мы там уже убережемся от всех этих напастей. И здесь, наверное, есть люди, которые читают мои публикации. Пожалуйста, поднимите руки, кто читает меня. О,
скажем, лес рук. Так, спасибо, спасибо. И я откликаюсь на события. Я пишу то, что я думаю. И я пишу то, что есть моими глазами среднестатистического якутянина и обывателя, самого настоящего обывателя. На самом деле к медицине я никаким боком не стояла, кроме как болеть. Кроме как болеть, это вот получается моя профессия, часто обращаться к врачам. Естественно, вопрос ковида у меня стоял очень остро, потому что, во-первых, у меня возраст большой, мне 80 лет, и, во-вторых, у меня, значит, в анамнезе онкология. И, конечно же, я самое уязвимое общество попасть в лапы ковида. Поэтому я за ковидом очень тщательно следила. Не только у нас как идет, а как за рубежом, как в других странах. И это у меня было очень пристальное внимание. Так, значит, получилось так, что за эти годы ковида я написала, пандемии написала, оказывается, около 20 эссе. Это у меня жанр эссе, около 20 эссе, и они все посвящены именно вот как выживать, работе оперштаба, как оперштаб ругали, как врачей ругали, как скорая работала. Ну, в общем, это я все отражала, совершенно не думая о том, что это когда-то выльется в книгу. Просто мои наблюдения. И потом, когда немножко ослабли эти события, стали выходить люди, в театре люди ко мне подходили и говорили: мы читали ваши публикации, как вы хорошо писали про вакцинацию, про болезни, значит, издайте книгу. Я думала, боже мой, о чем они говорят, какая книга? А потом начала думать, а почему бы нет? Потому что человеческая память очень короткая. И люди все забудут, что была пандемия, что врачи совершали подвиги, что весь мир был погружен в эту пучину. И я подумала, наверное, надо написать, потому что это останется для людей как бы напоминанием о том, что вирусы могут поглотить вообще всю планету. И это очень быстро было. Мы с Коротовым Владиславом быстренько собрали эти мои опусы и, значит, сформировали книжку. Вопрос стал об обложке. Обложка, как вы видите, красная. Ну, я сказала, это должна быть что-то связано с больницей. Подобрали больницу, и потом, значит, мой сын говорит: мама, сделай красную зону. Именно обложка должна быть красная. И с его подсказки мы решили сделать красную зону, а некоторые стали говорить: носилки пустые. А я говорю, пусть пустые, потому что столько было потерь. Ну, как бы это реалии, да? Потом вопрос стал о названии книги. Какое название? Ну, я стала изучать, как авторы дают название своим книгам, и думаю, Господи, как назвать, чтобы привлечь внимание? Ну, корона должна быть обязательно упомянута. А потом, значит, там умные люди советуют, для того, чтобы вызвать интерес, должно быть хлесткое название. Ну, хлесткое название, значит, выжить, чтобы не лежать в гробу без маникюра. Почему так? Причем тут маникюр, гроб? Дочка была моя совершенно категорически против. Мама, гроб не надо, это слово не люблю, там то все. А я говорю, там не гроб, там выжить, выжить. Это у меня уже был 3-й ковид. 1-й ковид я благодаря Николаю Николаевичу в пульмонологии очень хорошо подлечилась. Алевтина Васильевна меня, по-моему, ночами туда положила. Потом, значит, 2-й ковид был очень тяжелый. Слава Богу, это была очень тяжелая осень. Помните, да? Когда очень много людей заболели. После лета, это был октябрь, страшно тяжело протекал ковид, и мест не было. Конечно, мест не было. И с большим трудом, наверное, Ольга Валерьевна подключилась, Катя моя никому покоя не дала. Значит, каким-то образом меня чудом положили туда. И хочу сказать, что обсерватор был очень хорошо оснащен. Врачи работали вообще прекрасно. И там все было по нотам расписано. 3-й ковид. 3-й ковид, он был легкий, протекал в легкой форме. Алевтина Васильевна, по-моему, его практически меня дома лечила. Значит, но последствия, я хочу сказать про последствия, были очень тяжелые. Вдруг ни с того ни с сего мне стало плохо.
Думаю, Господи, что со мной? Все закрутилось перед глазами все закрутилось. Думаю, скорую уже забыла, как вызывается скорая. Соседям, думаю, я не дойду, я упаду по пути. Ну, нажала телефон Кати. И пока Катя ехала, мне стало так плохо, что я стала улетать вот туда. Я уже один раз улетала, и я знаю, что это такое. Когда я в первый раз улетала, меня спасла медсестра из реанимации. Она меня вернула, а в этот раз медсестры нету, тут никого нету. Я думаю, все, или инсульт, или смерть. А сама думаю, лучше бы не инсульт. Потом в это время я, значит, все уже мгновенно. Думаю, елки-палки, а у меня-то маникюра нету. И еще обросшая вся. Как я буду в морге лежать в таком виде? И вы представляете, я вернулась, чтобы сделать маникюр. Получается так. Вот такие мысли, вот просто смешно, да? И вот все говорят, а при чем тут маникюр? Ковид и маникюр. Ну вот потому что вот ковид, маникюр меня вернул сюда, на эту нашу землю, для того, чтобы я и постриглась, и маникюр себе сделала. Помните, какое было жуткое лето, и все было в пожаре. На даче мы утром говорим, калитку видно или нет, Зинаида Сергеевна? Она говорит, не видно. Это представляете? На даче не видно калитки. И мы, как бедные люди дышали, я не знаю, у кого бронхиты, там у кого легкие были плохие. Но здесь, конечно, народ уж просто вот готовы были четвертовать наши власти, особенно Есения Сергеевича. И у меня там есть, я терпела, думала, и прямо ночью встала, и за 2 часа написала эссе, называется «Тревожный месяц август». И там я пишу, что если даже ты ангел, все равно найдется тот, кому не понравится шелест твоих крыльев. Это относится и к вам. Вас, когда много критикуют, вы не принимайте близко к сердцу, потому что даже если вы все ангелы, все равно кому-то не нравится шелест ваших крыльев. Дальше. И когда вот хейтеры просто уничтожали, оперштаб ничего не делает, значит, Есения Сергеевич такой-сякой, я хочу сказать, я там так и написала. Значит, не надо критиковать человека, не надо убивать человека до тех пор, пока вы не пройдете его путь в его ботинках. Это, конечно, не я сказала, это китайский философ сказал, но тут тоже подходит. Правильно же? Так, значит, 3-я тема у меня, там 3 рассказа есть про собак. Собачий вопрос. Это тоже я не могла пройти мимо, особенно вот еще до этого вопиющего случая я писала. Дело в том, что, конечно, мы все содрогнулись от этих случаев, которые действительно потрясли нас, но оказывается, сейчас в этом году уже собак мало, и это все отметили. Оказывается, власти работают, оказывается, можно что-то сделать. Поэтому, когда я пишу свои эссе, это я пишу не к тому, что сказать, что вот я какая хорошая, да, а к тому, чтобы что можно исправить, что можно сделать, с чем можно помочь людям для того, чтобы как-то улучшить ситуацию. Поэтому спасибо нашим докторам. Я думаю, что их труд должен быть оценен по достоинству, потому что, наконец-то, люди поняли престижность профессии медика. А то у нас что? А то у нас те, которые красят ногти в салоне красоты или там стоят на рынке, мясо продают, они, значит, более обеспечены, чем наши доктора, которые спасают жизни. Поэтому я думаю, что раз мы поняли престижность этой профессии, высоких профессионалов, которые учатся очень долго для того, чтобы нам помогать, государство должно озаботиться о том, чтобы зарплату им всем прибавить, для того, чтобы создать достойные условия. И я думаю, что это все будет делаться. Спасибо вам за это, ребята. Спасибо вам, доктора. Спасибо, что вот вы нас спасаете. Если бы не вы, еще неизвестно, сколько было бы потерь. Спасибо. Спасибо, Капитолина Капитоновна. Ну, на самом деле, давайте мы вернемся на год назад, да? Что бы мы здесь видели? Я скажу. Тут
половина, ну не половина, 90% сидели бы в масках. Сейчас вот я двоих вижу, ну, видимо, по обстоятельствам каким-то, да? Где маски? Это проходит. Согласитесь? Ольга Валерьевна, прежде чем вы, официально, скажем так, части приступите, я с вами беседовал несколько раз на протяжении всей пандемии. И вы летом позапрошлого года сказали, я ходила, чтобы посмотреть, как работают врачи в красной зоне. Потом скрылось этой уже весной, что в красной зоне, оказывается, вы впервые встретились с Капитолиной Капитоновной. Давайте мы начнем с этого момента и расскажите, пожалуйста, как это происходило глазами зампреда. Глазами зампреда это происходило достаточно просто, потому что это происходило не только глазами, это происходило ушами, головой, всем телом и душой. Очень сильно душой, потому что практически каждый здесь сидящий – это человек, который был на протяжении всего этого периода рядом и очень близко. И поэтому мне было легко. И поэтому, когда непосредственно был организован как раз обсерватор, и, соответственно, именно про то, где говорит, и сказали о том, что там непосредственно находится Алексеева Капитолина, да, я приняла решение туда сходить. Но это, Дмитрий, было такое очень интересное решение. Оно в большей степени было, наверное, связано с тем, что все думали, что мой день примерно складывается таким образом. Я просыпаюсь, умываюсь, иду, делаю прическу, крашу лицо, выхожу на брифинг, пью кофе, что-нибудь говорю людям, захожу с брифинга, а дальше иду, ложусь спать, и все, да? А потом просто читаю про себя дерьмо в большом количестве, да? Жизнь, конечно, была совсем другой, но когда и среди этого всего хейта, как говорит Капитолина, да, я понимала, что я не имею никакого морального права, как зампред, не стоять за спиной в качестве такого определенного рода у медиков, которые работают на земле. То есть я понимала, что медики на земле, их нельзя ни в коем случае дать возможность, чтобы они вышли из зоны, чтобы они непосредственно усомнились в каких-то своих правильности своих действий, потому что для всех это было, безусловно, все новое. Да? И поэтому, конечно, те эссе, которые писала Капитолина, они были как глоток воздуха. И поэтому, конечно же, когда мне сказали, что второй раз у нас попала Капитолина, я действительно зашла, оделась и тоже зашла, как и все, в красную зону. Мне трудно давалось это решение. Министр здравоохранения была категорично против. Глава республики об этом не знал. Мы не афишировали эту ситуацию. Я не знаю, как вы в них ходили в течение этого времени всего. Замотали меня так же, как и всех. Да, было достаточно сложно. Потом, через некоторое время, было ощущение где-то, что это часть твоей кожи. Это уже не ощущалось, как что тебе что-то мешает. Когда ты начинал смотреть на людей и понимать, что твоя задача их спасти. Я думаю, что, наверное, многие медики именно так себя ощущали, потому что уже вообще ни на что не обращала внимания. И поэтому, когда я зашла к Капитолине Капитолиновне, то, соответственно, мне было интересно, спасибо сказать этой женщине. И сейчас еще раз я ее благодарю за то отношение, которое мы видели в этих эссе. Я думаю, что многие поддерживались ее словами. И я не думаю, что я единственная, кто в зале так считает. Но смотрите, Айсен Сергеевич у нас возглавлял оперштаб, но кроме чисто пандемийных вещей, все-таки руководить республикой – это огромный труд, огромная нагрузка, огромная ответственность. Вы, Ольга Валерьевна, у нас для населения воспринимались, реально, как Капитолина Капитоновна сказала, человек, который уходит и вещает про ковид. Ассоциации такие. Это не ваша вина, это ваша работа, это ваш долг был. То, что в 2020 году было, да, майские дни 2020 года вспомним, абсолютно пустой 1 мая, город
говорят только динамики, никого нету. Ходит полиция, вылавливает тех, которые ходят по дорогам, выписывает им предупреждения и так далее. И май 23-го года, да, ну, я прошелся вот 9 мая, люди шариками ходят, как и тогда, в 19-18 году. Вот эта трансформация Ольги Валерьевны Балабкиной, она как далась? Тяжело она далась, безусловно, потому что о том, что как бы было в ощущении в ковид, да, что в целом все общество делится на две части. Те, которые борются с ковидом, и те, которые сопротивляются бороться с ковидом. Это была правда, по-другому оценить эту ситуацию было невозможно, и поэтому я знаю, что у нас точно были люди, которые не видели свободных площадей, потому что они видели кровати, они видели людей, они видели носилки, они видели совершенно другую ситуацию. Тот, кто медики, кто не выходил, я знаю, из самой зоны. И здесь я вижу очень многих, тех, кто действительно, наверное, сейчас сидит, думает, неужели в этой жизни это было. Но это благо, что прошло, вы достойно это вынесли, это правда. И те, кто сопротивлялся тому, что происходило. Да. Но время всех сравняло. Правы мы были или неправы в своих действиях. Да? Наверное, рассудит уже непосредственно в дальнейшем человечество, тогда, когда будут проведены все исследования по ковиду. Но то, что было тяжело, и то, что происходит взросление в результате этого, новое сознание, отношение к собственному здоровью в том числе, и для меня это тоже такой вот жизненный урок. Я хуже относилась к собственному здоровью до ковида, чем сейчас. Еще один вопрос, но прежде чем я, скажем так, в свободный режим вас отпущу, с вашего позволения. Вы закрывали родной для вас Алдан. Я связан с Алданским районом, я там немножко работал и так далее. И то, что передавали мои друзья, мои коллеги с Алдана, это напоминало нечто. Это напоминало какой-то там зомби-апокалипсис какой-то там. ОМОН стоит, никого не пускает, какие-то бетонные ограждения. Вспомнили? Да, вспомнила. Алдан мы закрывали ночью. В порядка где-то 10 вечера сообщили о том, что в Алдане выявлена по данным управления Роспотребнадзора вспышка. Вспышка выявлена, я хорошо помню этот случай, он достаточно такой для нас, отчасти и урок, да, потому что, в принципе, мы старались как будто бы выставить, и ограничить движение ковида практически везде. Это был завозной случай. Старались контролировать таксистов, но не поставил в известность таксиста о том, что он везет с поезда людей после больницы. И поэтому семья молодая прибыла в Алдан. Она прибыла в Алдан достаточно после того, как отличилась по онкологии супруга. И, соответственно, только через неделю мы узнали, что в этом онкологическом центре московском, непосредственно была вспышка ковида. То есть вот система общая не сработала. Если бы ранее нам была дана информация о том, что там есть ковидная вспышка, само по себе мы просто-напросто здесь уже встречали бы женщину и семью раньше, Алдан бы не был допущен. Но мы ровно жили в тех условиях, в которых мы жили, и как бы в силу национальности это была семья, семья, которая работает на рынке, в силу национальности это была семья, которая занимается, соответственно, имеет огромные вообще просто связи сами по себе, живут в основном они в Алдане диаспорно, и мы понимали, что у нас целый дом. При этом непосредственно после первой госпитализации, обследования, Дмитрий Дмитриевич Сергин очень быстро вместе со своей главной медсестрой все организовал. Мы берем утром списки и видим в списке только женщин. Мужчин нет. Я говорю, я не верю утром на оперштабе, что непосредственно лица узбеки, женщины живут отдельно. Где мужчины? Мне говорят, Галина, что вы не верите работе службы? Я говорю, еще раз спрашиваю, где мужчины? Куда делись мужчины? Они говорят, хорошо, вот вы такая противная, мерзкая, всячески там меня, отругали. Я говорю, идите, ищите мужиков.
Ну, мужчин нашли очень быстро, они очень четко, после того, как был дан сигнал, что, значит, до них дошла информация, что РПН приезжает, в лице главного санитарного врача Селютина, они оставляют одних женщин в месте их проживания и уходят на рынок, а рынок продолжает работать. Ну, конечно, тут полушок был у всех. Ночью глава принял решение, мы собрали всех глав муниципальных образований, все немножечко заспанные, вышли главы муниципального образования Алданского района, родные для меня лица. Было принято решение закрыть, перекрыть, значит, ну, как вот в том числе высадился сразу и ОМОН, высадились сразу и помогло нам и МВД, и Росгвардия, все достаточно четко сработали. Ну а на следующий день, значит, РПН пришло на рынок для того, чтобы забирать мужчин. И вот здесь тоже не было еще понимания, ну там медики с РПНом работают. И вот на третий день приходит цифра. Ну вот всем понятно, как заболевание двигается, да, вот оно. От одного человека, женщины, мужчины разошлись, и мы понимали, что закрывается Алдан. В Алдане маленькое количество коек, мы их начинаем разворачивать, все, естественно, помогают их разворачивать. Есть общее правило о том, что все в обязательном порядке должны быть закрыты, да. Значит, и тут возникает ситуация, когда Северин Николаевич Поздняков собирает весь своих, значит, меня включают на видео, он собирает всех предпринимателей Алданского района и говорит им, вот у нас такое-то количество заболевших, а я жду новые цифры от РПН. И они сидят в расслабленном состоянии, спокойные совершенно такие. И у меня приходит цифра в 3 раза больше по Алдану, которая была за вчерашний день. Я говорю, я цифру готова озвучить. Я озвучиваю цифру, им, значит, по закрытой связи, соответственно, на видео, и коммерсанты становятся и говорят, что нужно сделать. С этого дня, с ночи по Алдану все коммерсанты, которые достаточно живут Алдан, любят Алдан, начинают делать облет на коптерах, все места вообще размещения людей. Вот был облет рынков, было везде, и город был закрыт. Прежде чем я вот приступлю к врачам не только первичным, но и последующих по мере усложнения звеньев, да? Прежде чем к министру здравоохранения приступлю, я бы хотел Ариана Николаевича спросить, да? У вас закрывали тоже на слег? Ну, в общем, у нас первый больной был выявлен в селе Салбан как раз-таки в это же время, ровно 3 года назад. И почему я вот вспоминаю это? Потому что он был связан конкретно с открытием охотничьего сезона. И когда мы узнали о том, что эвакуированный ранее оттуда больной и пришел у него положительный ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию, ну, мы поняли, что у нас там может что-то случиться не очень хорошее. Вот, мы тут же определили круг контактных лиц, и потом мы уже, когда начали непосредственно ставить диагнозы и осматривать больных там на месте, там было выявлено более 60 пациентов, больных коронавирусной инфекцией, то есть почти 1/3 всего населения. И благодаря поддержке и помощи и санавиации, и Министерства здравоохранения мы утром узнали, что у нас там больной, к обеду определили список больных пациентов, и уже после обеда у нас вылетела санитарная авиация туда, во-первых, на эвакуацию этих пациентов, и мы туда сразу же отправили свою бригаду этим же рейсом. В бригаду у нас вошли 6 медработников. Это в связи с тем, что у нас там заболели как взрослые, так и дети. Там у нас был и терапевт, и педиатр, там был фельдшер, медсестра и фельдшер-лаборант с необходимым минимальным оборудованием. То есть мы там развернули небольшую больницу, можно сказать. Там же проводили на месте и лабораторные исследования минимальные, которые на тот момент могли, и конкретно занимались сортировкой. То есть те, которые нуждаются в стационарном лечении, в более тяжелой форме заболевания, мы их всех эвакуировали. Там и маломобильных, и детей до года, и беременных, все были эвакуированы рейсами санитарной авиации. Спасибо. Вот на самом деле куча деталей, да, вот во всех этих сообщениях. Вспомним мемасик такой, там сидят подвыпившие мужики и поют песенку, да?
COVID-19 здесь нет. Ну, что-то типа такого. Выехали на охоту и так далее. Вообще у нас менталитет людей, он непрошибаемый. Май – это охота. Это свято, это да, никакой ковид не помешает, понимаете? А в то время здравоохранение только разворачивает. Упомянули вы рейсы санавиации. Да? С Натальей Александровной я делал цикл передач, испытанный на себе. Мы, Руслана Ачирова, все хотели куда-то там человека спасти, спасали когда, отправить на съемку. И Наталья Александровна мне говорит, у нас ковид вылет, ковид вылет, ковид вылет, ковид вылет, ковид вылет. Нет, мы же боимся, мы нормальные люди. Мы не хотим туда, там, не знаю, одевать вот эти скафандры и так далее. То есть вот в результате этой программы не получилось. Но на Намском и на Алданском ЦРБ, по-моему, обыгрывались те схемы, которые охватили потом всю республику. Там какой угодно населенный пункт, далекий и так далее, да, Лена Николаевна. Но одно из масштабных я все-таки хочу вспомнить, немножко чуть вперед пройдя, да, «Триумф». Когда ночью люди приходили, да, тысячами приходили в «Триумф» и в одном месте проходили, ну, буквально, не знаю, вот ИХА прошел, иди на ПЦР, ПЦР прошел, так и так далее, вот тебе назначение, все, иди домой. Да? Давайте вот, кроме «Триумфа», может, еще что-то вспомним? Но вспоминать, конечно, можно многое, потому что действительно эта ситуация такая, о которой вот действительно как ларчик, только открыли, и оно пошло, потому что у каждого своя история, и у каждой семьи, и у каждого даже медицинского работника, поскольку медики тоже люди, и тоже болели, и видели ситуацию уже с другой стороны. А то, что касается «Триумфа», конечно, здесь, ну, это как раз тот период, когда волна омикрона уже была, да, но это немножко слегка ослабленный, но тем не менее очень контагиозная мутация это. И, конечно, когда мы видели очень большую нагрузку на первичное звено, был период, когда мутация данного вируса, когда была нагрузка очень большая именно на стационарные, да, на стационарные наши учреждения, на нашу Якутскую республиканскую клиническую больницу, РБ-2, РКБ-3, ну и так далее. Все учреждения можно продолжать. И то, что открывали обсерваторы, это тоже стационарное лечение. То тут, конечно, данная волна была связана с тем, что все-таки в амбулаторных условиях можно лечить данный вирус. И данная мутация, она, конечно, большим образом была как бы таким, наверное, ударом для именно первичного звена. Ну, вообще, собственно, вся эта пандемия, удар большой для здравоохранения. И тогда было принято такое мудрое решение главой республики Ольгой Валерьевной о том, чтобы в конце концов сделать так, чтобы должно быть все в одном месте. В одном месте, где большое пространство, где можно составить, сделать так, чтобы в конце концов люди могли тут же получить диагностику, да, в режиме прям достаточно быстром узнать. И мало того, уже легкие формы можно уже назначить лекарства, открыть больничные листы. Это в режиме потом уже онлайн все-таки и даже по телефону уже была возможность для наших жителей республики. Но и, конечно, первый день он был очень... Ну, готовились мы так в таком быстром режиме, да, с Ольгой Валерьевной, со всей командой Роспотребнадзора, все вместе с медицинскими организациями. Тут мне, конечно, хочется, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность руководителям медицинских организаций, потому что мы тогда собрались все вместе и, в общем-то, в вечернем режиме быстренько все расставили со своими коллективами, со своими командами. И тут уже образовалась сборная команда, которая, собственно, начала работать там. Поставили во главе Алену Михайловну Никитину для того, чтобы она собрала и организовала. И, собственно, в первый день, когда вот Айсен Сергеевич, оперштаб полностью прошли, посмотрели, все моменты посмотрели, и, в принципе, как бы все вроде бы было нормально, но первый день он был достаточно
такой сложный день, да. Мы получили очень хорошую встряску. Понятно, что только начинается, и каким образом оно будет, ну, хочется одного, а иногда выходит не совсем так, как хотелось бы, да. Но ничего, мы быстренько собрались в течение ночи до 3 часов там, утра с Ольгой Валерьевной, с нашими коллегами, собрались и обсудили, как лучше сделать. Как в конце концов, как раз вот урок первого дня, он был очень такой серьезный урок. И практически со 2-го дня уже, собственно, начали работать так, как положено. То есть мы уже учли все моменты, все тонкие места, где может быть ну, и скопление людей, может быть, где-то очередность какая-то. Ну, собственно, триумф потом пошел, собственно, так, как будто бы так и должно было быть. Это правильное очень решение, очень мудрое решение. И, конечно, то, что лекарства выдавались, лекарственные препараты, да, это тоже очень правильно. И, ну, собственно, жители уже вот на триумф отреагировали хорошо. Но, конечно, все это было, ну, непросто. Тем не менее, здесь хочется выразить еще благодарность Министерству спорта, которые пошли навстречу, да, волевым решениям Ольги Валерьевны. Они все-таки триумф отдали, потому что это было, ну, это было непросто. У нас были переговоры, а Ольга Валерьевна нас собрала, сказала: все, в общем, решаем и даете триумф. Но представьте, такой красивый триумф и под, ну, ковид, да? Да, хорошо, что там коек не было. Я Да, удивился, что... Да, да. В общем, ну, почему до 3 часов ночи? Потому что до меня очень поздно дошло, что медики привыкли жить в стесненных условиях. Да, медики привыкли жить в стесненных условиях, соответственно, я вечером захожу для того, чтобы посмотреть триумф, а они в огромном вот этом зале, в котором там куча, значит, того самого, сузились и вот так вот, значит, собрались. Остальное все стоит пустое. А я понять ничего не могу. Да что ж это такое? Я говорю: вы вообще понимаете? Нет, пойдет поток людей. Они сюда нет. Почему вы сюда не сдвинетесь? Почему вы там не раздвинетесь? И только потом до меня доходит, когда приходит Маргарита Егоровна, она тихо мне спокойно говорит: а я вам это не разрешу. Я говорю: а мы уже открыли. Она говорит: будет скандал на всю Россию. А информация уже пошла. И она говорит: тогда расширяйте. Я говорю: ну, конечно, можно расширять, вопросов нет никаких. Да? И тут до меня доходит: мы привыкли к нашим медицинским учреждениям, в которых все узкое. Все узкое, и поэтому раз взяли и сузились. Я говорю: расширяйтесь. Посмотрите, вам отдали такое учреждение. Вот все, что можно, занимайте. Что у них там еще не занято? У них там есть такой-то выход. Так как я знаю все спортобъекты. Вот здесь есть вход. Вот отсюда забирайте. И тогда уже как бы пошло. А первый день действительно он был сложный. Спасибо, Нина. Вот когда открыли триумф, я так гордилась нашими девочками, они же все для меня девочки. Я думаю: боже мой, кто это придумал? Ну надо же. И когда я узнала, что первый день 1000 человек туда обратилось, да? Думаю: Господи, а если бы не было триумфа, эти 1000 человек куда бы пошли? Это сколько шума было бы, это сколько неоказанных помощи. Катерина, моя дочь, она ночью очень плохо себя чувствовала, ночью встала, завела машину и поехала в триумф, и уже там через 2-3 часа у нее диагноз и лекарства на руках. И она тоже пришла и говорит: ой, как здорово, ой, как здорово. И я думаю, что таких благодарных очень много. И вот я думаю, просто это была блестящая идея, блестящая. Давайте я передам микрофон. Николай Николаевич, я прошу прощения. Я вот сюда передам. Наталья Никентьевна. Наталья Никентьевна, помните, вся республика с замиранием сердца следила за передвижением человека по фамилии Коробов. Слава, мой друг, да, он возил его на Ленские столбы, потом слег полностью весь всей семьей. Давайте мы вспомним вот этого разнесчастного господина Коробова, который, нулевой, не нулевой, какой он был-то на самом деле. Да, давайте мы вот эту вот страницу вспомним. Интересно же, как его привозили, там, что ему сделали, как он реагировал и так далее. Он был наш первый пациент. Его к нам привезли, не мы не выявили, а уже выявленный он пришел к нам, поступил. И это было для нас шоком. Мы же не знали, как принимать такое. Так-то представляли,
Но мы все врачи сразу, все очень побоялись. Единственный врач, который, и Виктория Викторовна, она единственная сказала, я пойду. Вот представляете, мы ваше имя не Здесь есть представляем. человек, который первый Да. раз пошел к Коробову, да? Да, Коробов, первый раз. Нет. А, первая да. поликлиника выявила? Да. Нет. Нам привезли только, мы Ага. уже выявленного привезли. Но потом уже все, пошли, поехали. Уже 16, их бригада, все к нам поступили. Но это было самое тяжелое, наверное, которое мы принимали, потому что мы, во-первых, не знали, как лечить этих больных. Клинических рекомендаций не было такого уже пока, да. И они все какие-то были, ну, скажем, москвичи, и были очень шепетливые, требовательные. Они всем звонили своим врачам в Москву, и у них просили, все лечение писали, они диктовали им, и они показывали нам это лечение. А мы говорим, а мы будем сами лечить вас. Если они хотят вылечить вас, пусть приезжают к нам. И был такой скандал, когда я это сказала, да? Если вы нас не верите, давайте вызывайте свой самолет. У вас же есть, наверное, самолет. Вы же такое огромное предприятие, которое может все. И они сразу все умолкли. И их руководитель пригласил меня и говорит, нет, мы будем лечиться здесь, и будут все подчиняться к вам. Вот единственное то, что он сказал. Но он был очень спокойный, он вообще не выступал, вообще он, ну как руководитель, настоящий руководитель, он так легко, тихо, мирно вызвал меня и сказал. Они же все вышли в коридор и выступили же против нас, наших врачей, что мы не будем лечиться вас. И вот такой у нас. И мы поднялись, Аграфена Николаевна помогла к нам, мы пригласили, что мы все, не одна, я только вышла на них, да, и поднялась на них, и всю ситуацию. Но поддержка у меня была, конечно. Но потом они все успокоились. И мы и всех вылечили же. И они все пошли. Где еще такие детали услышишь, да, когда, что руководство ЭТЭК объявляет там чуть ли не импичмент руководству учреждения здравоохранения. Алевтина Васильевна, а вы выявили же, да, вот товарища Коробова и так далее, а вот как потом зачищали первую поликлинику? А ну, в смысле, мыли там чем-то, с хлором, с чем угодно? Там какие действия были вот на нулевом? У нас поступило распоряжение Роспотребнадзора, все, кто приехал из-за границы, должны были сдавать ПЦР. И мы направляли, вы знаете, сначала в СЭС, потом в Новосибирск. И как раз на территории нашего филиала, где работают семейные врачи, наши, значит, сотрудники выявили, что приехало 16 человек из Швейцарии, они как раз весь топ-менеджмент был. И, значит, я даю распоряжение взять у них ПЦР. Они категорически отказались, сказали, ничего подобного, мы себя хорошо чувствуем. Как вот Наталья Иннокентьевна говорит, ничего нигде мы сдавать не будем. Но я говорю, я буду вынуждена обратиться в полицию для того, чтобы вы сдали насильно, потому что есть распоряжение. И когда сдали, и у всех был положительный анализ, это были нулевые пациенты. И, конечно, были нюансы, вот как говорит Наталья Иннокентьевна. Но вот с Андреем Владимировичем Кобровым, кстати, мы в последующем очень подружились. Наталья Иннокентьевна, через 10 дней вы выписали их, по-моему, да? И, да, некоторых. И рекомендаций нам никаких не дали. Я звоню Наталье Иннокентьевне и говорю, Наталья Иннокентьевна, вы хоть это напишите, чем лечили, как дальше лечить. Наталья Иннокентьевна говорит, что пока рекомендаций клинических, к сожалению, никаких нет, поэтому сами, лечите симптоматически. Ну, вот наши, тут я хочу поблагодарить наших семейных врачей, врачей общей практики. Это Гатилова, значит, и которые лечили, и мы остались в очень хороших друзьях. И Андрей Владимирович всегда нас благодарит, поздравляет с Днем медицинского работника, записал видео. Это было, конечно, очень интересно. Но когда у нас появился вообще медицинский работник, который впервые был положительный, это была городская больница номер 2, да? Старшая медсестра дала положительный результат, и больницу всю закрыли, насколько помню, и перевезли. Да, вот Сергей Афанасьевич сама расскажет. И когда у нас тоже наша красная бригада, мы ежедневно делали ПЦР-анализ, и у нашей одной медсестры тоже выявился мы тоже выявили положительный анализ, и я звоню в Роспотребнадзор и говорю, ну что нам делать? Как вторая больница закрываться и ехать у нас в Покровск, вообще место дислокации? На что мне сказали, ну уже все, сейчас уже пандемия уже началась, и у нас в республике.
Поэтому просто просанируйтесь, поликлинику не закрывайте. У вас почти 2000 человек в день ходит. Если вы закроете поликлинику, это будет социальный коллапс. Вот так.